Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. Самые тяжелые спортсмены встречаются в этом бою. В красном углу Артеев Тарас, ГТУ тайский бокс. А в синем углу Головач Михаил, представитель клуба «Нокаут». Оба спортсмена занимаются недавно, стаж занятий год, выступают впервые. Ну и вес у ребят 80 килограмм. Возрастная категория старше 18 лет. Подсказывают ребятам, как работать. Довольно неплохо ребята начали бой, без разведки, но тем не менее нет замесов никаких таких определенных, то есть они не рубятся, не прижимаются к канатам, не цепляются, не показывают грязную технику. Одиночный, двоечка, 2 удара. Вот. Сужу рефери в этом ринге, в этом бою являюсь я. Ну, пока бой не останавливается, ребята работают аккуратно, им подсказывают, начиная с рук и заканчивая ногами. Ребята пользуются этой подсказкой. Захват 2 секунды. Бой. Подсказываю ребятам, что захват 2 секунды, не больше. Просят спортсменов двигаться. Обоюдный обмен ногами. Бьют лоу-кик друг другу. Хорошая работа. Подсказываю, что осталось там 9 секунд. Хороший динамичный бой. Хороший раунд. Молодцы, ребята. Такие бои приятно судить, когда нет грязной работы. Смотрим на повторе работы руками. Работа в захвате. Обратите внимание, что не хватает, ребят, стажа. Это видно не только в движении, в технике, но и видно в взгляде. Оба спортсмена смотрят при атаке своей в пол. Либо в ноги друг другу. В этом бою мы уже видим, что ребята переходят на ноги, начинают работать, сушить друг другу ноги. В 2 этажа работают голова, ноги, пока в корпус не бьют. Мы видим, что Тарас потихонечку давит на Мишу. Ну и в то же время Миша не стоит на месте, работает и перехватывает инициативу, перехватывает атаку и продолжает свое движение вперед. Останавливаю раунд. Предупредил, я сказал, надо поправить что-то, поднимай руку. Мы видим, что уже и работа по корпусу пошла, 2 этаж. Это довольно хорошо. Ребята начинают оценивать свою ситуацию, видят партнера, видят своего противника. Хорошо, Тарас идет 3 удара. Миша переходит в клинч. Чем-то спортсмены похожи. Оба худые, оба высокие, оба в возрастной категории. Оба занимаются 1 год с сентября месяца. Ну, это радует, что ребята находят время прийти в спортзал, что не только на семью и на работу хватает времени, но и прийти в спортзал и даже показать молодым свой характер, свое желание, свое стремление стать лучше. Ну, посмотрите, как они обоюдно обмениваются, приветствуют друг друга. Миша извинился, что ударил после сигнала. Подсказывает в углу Михаилу, как работать нужно.
Я не могу подсказывать, так как я нахожусь в рефери. Сужу этот бой, являюсь рефери. Видим, как Миша, оп, ловит его. Чувствует чуть-чуть дистанцию, оттягивается и ловит. Третий раунд. 2 раунда прошли очень хорошо. Если честно, даже немножко затрудняюсь ответить, кто из них по итогам 2 раундов стал лучше. Ребята работают абсолютно обоюдно. Мы видим, что Миша начал встречать. Именно встречать точечными ударами Тараса. Видит удары ногами, видит удары руками. Дергают чуть-чуть, друг друга пытаются обмануть. Ну, обоюдно работает. Такое ощущение, как будто вот бой с тенью у зеркала. Один бьет левой, второй отвечает левой. Один бьет ногой, второй отвечает ногой. Ребята просят, чтобы работали самостоятельно. Миша подсекает, но подсекает при захвате, так что это не оценивается. Подсказывают 2-3 удара Михаил, чтобы наносил. Тарас попадает 2 удара. И после чего переходит опять работа в клинч. 3 секунды клинча прошло, разъединяю. Продолжается работа. Устали ребята. 30 секунд подсказывают нам зрители и те, кто болеют за этот бой. Удары идут в захвате, так что они особо не оцениваются, что первый, что второй номер. 10 секунд подсказывает нам, концовка осталась. Абсолютно обоюдная работа, абсолютно ровный раунд, так же, как и прошлые 2 раунда, абсолютно ровный. Сейчас глянем решение судей. Что скажут нам судьи? Спортсмены устали. Дается дополнительный раунд, так как все судьи по течению всех 3 раундов показывали обоюдную работу. Но мы видим, мы сами наблюдали, что один спортсмен начинает атаку, второй подхватывает, продолжает ее, и поэтому судьям очень тяжело было дать конкретно кому-то преимущество. Дополнительный 4-й раунд. И Михаил сразу начинает вперед идти. Переходит в клинч, разъединяю. Разъединяю. 2 этажа работают. Сушат друг другу ноги. И работают руками. Не вкладываются, ни один, ни второй спортсмен не вкладываются вот удары руками. То есть можно было, очень сложную технику проводит Михаил с разворота, но не попадает в голову, попадает в защиту. В руки, проваливается. Просит с угла, чтобы не стоял, чтобы работал. Достает Михаил еще раз. Опять переходит в клинч. Если судить по очкам, то у нас Михаил пока чуть-чуть лидирует. Накидывает удары, встречает и после чего переходит в клинч. Мы видим, что Тарас бьет удары, но пропускает сам. И удары не доходят до цели, а Михаил встречает. Продолжает встречать левой ручкой. И переходит на клинч. Опять встречает, переходит. Оба спортсмена опять сложную технику выполняет Михаил. Вот хорошо. 3 удара пропускает Тарас в голову. Но мы видим, что спортсмены занимаются недавно, это видно. Если бы они занимались дольше, удары были бы жестче, и бой бы закончился, я думаю, намного раньше. А так они обоюдно накидывают друг другу.
10 секунд подсказывают. Миша опять попадает в голову. И раунд заканчивается по очкам. Благодарят друг друга, обнимают. Это хорошие признаки, хороший тон. Смотрим. Атака Тараса. Ну, защита, все идет в захвате, поэтому нет, Михаил идет вперед, достает. Первый удар провалил, второй достает. Опять клинч не оценивается. И победа присуждается Головач Михаилу, представителю клуба «Нокаут».